Всем привет! С вами передача «Новости за школьной партой» и мы ее ведущие Рома и Гузель. Ребята, мы бы хотели вам рассказать, что 11-й год подряд в Канаше проходит городской фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Традиционно его проводят в рождественскую неделю. Ребята принимали участие в 2 возрастных категориях. Гузель, я знаю, что ты тоже принимала участие в этом фестивале. Да, Рома. И хочу сказать, что число участников ежегодно увеличивается. Фестиваль всегда проходит на доброй ноте. Давайте посмотрим про это сюжет. Рождество в России всегда было одним из самых любимых праздников. Рождество Христово – праздник, когда в душе пробуждались самые светлые и добрые чувства, и появляется особое ощущение чуда. Детские хоровые коллективы приняли участие в традиционном рождественском фестивале «Свет Вифлеемской звезды». Данное мероприятие проходило в детской музыкальной школе города Канаша. Их тепло поздравили духовные наставники и глава администрации города. В первой части выступала младшая группа. Собравшимся рассказали, почему рождественские праздники принято наряжать ель. Эта постановка всем очень понравилась. Лучший лист своей роскошной кроны. Пусть он наливает на тебя прохладу в жаркий день. Каждый год, как и теперь, ты будешь красоваться в сиянии множества огней, и маленькие дети будут, глядя на тебя, радоваться и веселиться. Ну и, конечно, на протяжении всего фестиваля звучали очень добрые композиции с глубоким смыслом. Во второй части выступили участники коллективов уже старшей группы. Многие из них уже на протяжении многих лет участвуют в фестивале. Признаются, что им особенно приятно, когда зрительный зал приветствует каждое выступление теплыми овациями. Хочется отметить, что многие выступления были театрализованными. В завершении праздника все участники рождественского фестиваля получили сладкие подарки и были награждены дипломами. Ребята, наверное, вы знаете, что в наш город недавно приезжал победитель телепроекта «Голос дети» Данил Плужников. В город Канаш Данил приехал совместно с благотворительным фондом «Время помогать», который оказывает помощь людям с ограниченными возможностями. Концертная программа зрителям очень понравилась. Да что скрывать, нам тоже. А у нас, юных ведущих телевидения, была уникальная возможность пообщаться лично с Данилом. И сейчас мы вам все покажем. 13 января в город Канаш приехали потрясающие артисты. Ульяна Самохина, Олеся Захарова, Егор Матвеевский, вокальная группа «Артикль» и, конечно же, сам Данил Плужников, победитель телепроекта «Голос дети» 3-го сезона. Все эти артисты порадовали жителей города Канаша и оставили нам незабываемые впечатления. Все мы им благодарны за их замечательные выступления, ведь наш город маленький, и к нам не часто приезжают такие артисты. Не смогу научиться обманывать и грубить, а сердце стучит, стремится мир безответно любить. Когда на сцене появился Данил Плужников, зрители встали, аплодировали и даже доходило до слез. Ведь такой талантливый человек стал знаменитым на весь мир. Он исполнял свои песни душевно, как будто хотел нам рассказать о них. Здесь
исполнил композицию собственного сочинения. Пел откровенно, с желанием и правда. Его песни были чудесными. Видел все за гранью, жил как пилигрим, проходя через пороги, принимал он все как дань, проектировал создание внутри себя ощущение. После окончания концерта нам удалось пообщаться с Данилом. Привет, Данил. Спасибо тебе большое за выступление в нашем городе. Нам всем очень понравилось. Было замечательно. Всем нашим телезрителям хотелось бы немного узнать о тебе. Расскажи, пожалуйста. Занимаюсь любимым делом, и вот, и все. Мы следили за всеми твоими выступлениями. Нам очень нравилось, как ты поешь. И расскажи, пожалуйста, изменилась ли твоя жизнь после того, как ты победил в проекте «Голос дети»? Ну, конечно, изменилась и в лучшую сторону. Очень большая медийность после проекта «Голос» появилась. И благодаря этой медийности меня стали приглашать на разные мероприятия, концерты. И люди стали узнавать, подходить просто на улице и говорить какие-то теплые, приятные вещи, слова. Вот, поэтому изменилось. Наши телезрители бы хотели узнать, какова все-таки жизнь артиста. Расскажешь? В первую очередь, это огромная работа над собой, над своим мастерством, над умениями. Всегда сомнения тебя гложат, потому что вдруг что-то неправильно ты делаешь. Или новые какие-то техники, эксперименты. Ты много занимаешься, тренируешься. У тебя остается свободное время? Конечно. Конечно, остается. И потому что без отдыха, в принципе, ты довольно можешь очень быстро устать от всего. А чем ты любишь заниматься в свободное время? В свободное время у меня есть дома компьютер, в котором у меня закачаны разные, ну как разные, всего одна вообще-то игра, в которую я играю. Также это просто расслабление на том же диване, просто полежать, посмотреть какие-то видео. Когда ты путешествуешь по городам, чтобы тебе не было скучно, я подарю тебе пазл. Спасибо. Вот пазлов у меня, кстати, давно не было. Очень-очень давно. Спасибо. Дополнительно я увлекаюсь много чем. То есть это такие занятия, которые вот тебе наскучит та же музыка в какой-то момент, ты захочешь вообще отвлечься от нее на неделю, на день, на 3, и уйти в какое-то занятие, там, рисование, или монтаж, или живопись, или вот что-то такое. А вот с кем из звезд тебе больше всего понравилось петь, выступать? Выделить кого-то я вряд ли смогу. А удалось мне с Дмитрием Биланом, с Олегом Газмановым и с Валерием Кипеловым. Мне очень понравилось, как ты выступаешь, особенно твоя последняя песня. А тебе понравился зрительный зал? Встретили меня шикарно, очень
тепло очень, как сказать, ну, тепло, в принципе, одним словом можно описать вот эту атмосферу, которая была в зале, летала. Очень тепло. Такого, я бы сказал, ну, даже не то, что давно не было, это редко где бывает. Вот. Мы говорим спасибо всем артистам, и особенно Данилу, за то, что подарили нам мир огромных чувств. Ждем вас в нашем маленьком городке еще. Гузель Хамидулова, Роман Константинов. Новости за школьной партой. На этом наша программа подходит к концу. Надеемся, что вам понравилось. Пока. Увидимся совсем скоро. До новых встреч!